Айнур Мусаин, у вас есть вопросы к представителю? Да, будут, Ваша честь. Мы уже рассматриваем дело, вы говорите, можно было рассмотреть, уже рассматривается дело, поэтому как бы, значит, вы сказали сами, да, вот мне просто непонятно, что у нас нет научно-исследовательских институтов по труду именно, да, в национальном, но при этом вы сказали, что сами себе противоречите, что это нарушает ее репродуктивные права, и что такого рода женщины, как бы, работа на тяжелых работах, они не смогут рожать, да, вы сказали, ну, какие-то виды, да, не будем уточнять. Но ведь научно каких-то исследований того, что они могут рожать или не могут, нету, вы же сказали до этого. Не проводились в Кыргызстане? Я сказал, что в советское время каждую специальность именно научно обоснование Мы было. сейчас про Кыргызстан говорим. Нет, сейчас я сказал, что в Кыргызстане именно научно-исследовательского института, именно направления труда нету. Направление труда места, и в том числе охраны труда нету. Есть, вот я говорю, у нас Центр исследований социально-трудовых отношений при профсоюзе. Там есть специалисты, но это не научные работники. Специалисты – это совсем другое дело. И это не государственный, правильно? Научно-исследовательский, это же не государственное учреждение у вас. Да, нет, это не государственное. Следующий вопрос. Вы сказали, что она не сможет рожать, работая. Кто сказал? А если я вам приведу пример, что у меня есть бетоноукладчица, которая стала главным прорабом строительной компании и родила успешного ребенка, что вы на это скажете? И это было буквально в прошлом году. Я сказал, что просто время на декретный отпуск, то и все. Потом, знаете, есть вот там в Трудовом кодексе есть такое положение. Так? Эта женщина имеет право, так, не работать до достижения 14 лет этого ребенка. Это ее право. Есть такое. Если она на это пойдет, так, то, знаете, через 14 лет, пожалуйста, вот ребенок достиг 14-летнего возраста, так, после этого пусть она работает и в особо опасных условиях, но уже ее возраст будет под 50 лет. Под 50 лет. И знаете, в этом возрасте, да, под 50 лет, она уже не пойдет на эти условия, на трудные, на тяжелые условия труда. Я просто беру... Понятно, спасибо. Следующий вопрос. В целом, вы как считаете, данный перечень, он устаревший, его нужно пересматривать с учетом? Да, он устаревший. Но я еще раз говорю, каждая специальность, профессия, да, она была научно обоснована еще в Советском Союзе. Но не в Кыргызстане. Да, не в Кыргызстане, а у нас... Но мы сейчас здесь живем. Мы в Кыргызстане живем, но к сожалению. А у вас есть вот эти 6 научно этих? Есть, почему нет? Ну где они, их можно? Есть они? Да, пожалуйста, в интернете скажите. Нет, я не нашла. Спасибо. Вопрос. Алмаз Тавлыевич, у вас есть вопросы? Нет? Нет. Самат Кыштовекович, у вас есть вопросы? Нет. Уважаемые судьи, есть вопросы? У меня один вопрос к вам. Вы вообще в курсе были, что, например, вот разрабатывается новый законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс? Да, я член этой комиссии. Вы тем более член, да? Я член вот этой комиссии. Там сейчас существенно как бы меняется позиция, да? Позиция, в данном случае правительства, уполномоченного органа. Видимо, профсоюза тоже, раз вы принимали участие в разработке этого, да? Вот смотрите, там речь идет о беременных женщинах и кормящих, да? Беременных женщинах и кормящих. А в перечне работ нет, которые могут помешать вообще даже сам факт забеременеть вообще? Нет. Имеется в виду, вообще могут быть такие профессии, которые могут даже и помешать этим? То есть этого статуса достигнуть, так скажем, да? Беременной женщины, а? Да, бесплодие, которое ведет к бесплодию. Ну хорошо, если не можете ответить, ладно, присаживайтесь.